Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Арктическом государственном агротехнологическом университете реализуется новый проект «Агробиотехнопарк Арктический». В частности, проект нацелен на подготовку кадров для индустрии питания. Какие современные методы применяют при обучении специалистов? Гость студии Андрей Сидоров, декан агротехнологического факультета АГАТУ. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в чем актуальность такого направления? Нужно сказать то, что данное направление у нас реализуется достаточно давно. У нас есть кафедра пищевых технологий индустрии питания, где реализуются две программы бакалавриата. Это технология продукции и организации общественного питания и технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. А также два направления магистратуры. Это получается биотехнология и продукты питания животного происхождения. Но если говорить об актуальности данных направлений, то, конечно, они между собой взаимосвязаны. Здесь я еще упомяну то, что у нас есть подготовка на нашем факультете бакалавров по направлению зоотехния и магистратура зоотехнии. Да? И вот они все между собой связаны. Почему? Потому что, допустим, зоотехния – это больше история про производство конкретно сельскохозяйственной продукции, то есть это молоко, мясо, да, то есть уход за животными, рационы, кормление, то есть улучшение продуктивности животных. И потом следующий этап – это уже занимаются им технологи переработки. То есть они полученную продукцию оценивают, качество оценивается. И на соответствие всех стандартных документов, технических регламентов. И дальше она идет уже на переработку. То есть в основном производятся полуфабрикаты, либо готовая продукция. И уже конечный этап – это технологии общественного питания. Они уже работают с этими полуфабрикатами, допустим, с фаршем, либо другими продуктами, да, и готовят из них уже готовые блюда. То есть непосредственно для потребителей. То есть здесь получается у нас такая тесная связь между этими направлениями. И, конечно, питание – это одна из таких первоочередных задач, в данном случае, потому что мы каждый день кушаем, да, и помимо этого, конечно же, продовольственная безопасность – это одна из самых таких основных связующих основ нашей страны, поэтому продовольственная безопасность для нас имеет очень большое значение. Тем более у нас республика достаточно большая по площади, и обеспечение продовольствием у нас тоже достаточно стоит этот вопрос, особенно, допустим, в арктических регионах. И так как арктический регион у нас в России уделяется достаточно большое внимание развитию данного региона, поэтому в будущем снабжение арктических регионов и, допустим, работников, которые работают в таких суровых условиях, это тоже достаточно актуальная задача. То есть, можно сказать, вы готовите специалистов полного цикла производства, да, то есть по всем этапам, можно сказать, вот так. Да. Да? А каким вы видите, да, современного специалиста в индустрии питания? Конечно же, здесь есть тренды в современном обществе. Они появляются, допустим, глобальный тренд – это цифровизация. То есть, конечно же, специалисты, которые у нас обучаются, они должны обладать цифровыми компетенциями. То есть это начиная банально от использования прикладных программ, специализированных, допустим, для переработчиков, для общественного питания, для зоотехников. И плюс это, допустим, те тренды, которые очень быстро входят в нашу жизнь, это искусственный интеллект, например. Да? То есть они должны уметь применять эти технологии, допустим, не только для того, чтобы оценивать качество, либо создавать базы данных, но и для того, чтобы продвигать свою продукцию, допустим, в маркетинге, оценки, допустим, предпочтений клиентов. Это тоже очень важно. И, конечно же, вся суть в том, чтобы, допустим, современные цеха, они оснащаются очень большим количеством датчиков. И вся информация с датчиков, она собирается в базу данных. И для этого необходимо анализировать, то есть процесс производства, то есть какая температура продукта, какое время уходит. То есть это все позволит достаточно сильно повысить рентабельность, эффективность производства. Ваши ученые уже потрудились над созданием йодированного молока, кисломолочной продукции, обогащенной витаминами. Какие планы по развитию в дальнейшем? Да, у нас есть ряд технических условий, которые разработали наши преподаватели. У нас работают доктора наук, кандидаты наук. Это Степанов Константин Максимович, доктор сельскохозяйственных наук. Он активно работает по направлению биотехнологий. Направление биотехнологии – это магистратура. Там обучение у нас 2 года, заочно 2,5 года. И он совместно со своими магистрантами, они занимаются поиском биологически активных добавок из местного сырья, то есть натуральное сырье, плюс они изучают возможности сохранения качества при хранении. То есть у нас есть оборудование, которое позволяет, допустим, анализировать изменения состава, то есть это
витаминный состав, минеральный, микроэлементный состав. И потом у нас вот республика очень богата на самом деле натуральным сырьем. И мы просто-напросто этого пока не сознаем, да, потому что мы привыкли к тому, что на полках магазинов есть достаточно количество продуктов. Конечно, иногда хотелось бы, чтобы она стоила дешевле, но тем не менее она натуральная. А вот, допустим, в других регионах, либо если за рубежом вообще, да, взять глобальную картину продовольственного рынка, то там уже давно такое, то, что, допустим, натуральность продуктов, она очень высоко оценивается. Поэтому, например, натуральные продукты, они стоят на отдельных полках. И, допустим, технический регламент, который у нас действует по молочным продуктам, тоже это показывает. То есть мы уже знаем то, что есть молочные продукты с заменителем молочного жира и без заменителя молочного жира. Соответственно, цена совершенно разная. И вот для того, чтобы применять вот натуральные продукты, и они не теряли свою пользу, конечно, вот направление биотехнологий очень большое значение имеет. И также у нас работает Занданова Татьяна Небуевна, кандидат технических наук. Она работает у нас по оценке микробиологических составляющих заквасок. И она работает над тем, чтобы она изучает микробиологический состав национальных кисломолочных продуктов. И в том числе она ведет работу по созданию заквасок для пробиотических продуктов. Пробиотические продукты – это продукты, которые улучшают пищеварение, тем самым повышают иммунитет. Мы все знаем, что у нас была пандемия, да, и в связи с этим это еще больше повышает актуальность данных направлений для нас, потому что есть такое изречение, да, древнегреческого философа о том, что лучшее лекарство – это еда. То есть не нужно питаться таблетками, нужно питаться здоровой пищей, чтобы поднять иммунитет, улучшить здоровье. И вот как раз такие пробиотические продукты – это история об этом. И вот, допустим, напиток Сергех, который мы разработали, и йодированное молоко, йодированное молоко, оно уже давно известно, а также молочный квас, они производятся, еще есть такой момент, они производятся из вторичного сырья. То есть вторичное сырье у нас обычно не используется, либо используется в небольших объемах. И так как это сырье достаточно низкой себестоимости, оно позволяет поднять экономическую эффективность предприятия. За счет того, что в производство вовлекаются остатки сырья, они качественные, но при этом они не идут, допустим, масштабно, есть, конечно, продукты, но они сезонные. Допустим, бырпах тот же, да? Они сезонно имеют спрос, а вот, допустим, такие пробиотические продукты, они бы могли способствовать тому, чтобы спрос был в течение года, и при этом польза для конечного потребителя, конечно, была бы. И, допустим, здесь еще нужно сказать о том, что микробиологический состав национальных продуктов, он имеет большое значение в свете того, что генетически и регионально, да, то есть состав продуктов, он тоже меняется, и, соответственно, население, которое проживает в определенном регионе, оно имеет традиции питания. И вот в этом плане тоже это очень интересно. Ну и, конечно, мы работаем еще и с Центром пищевых технологий в плане актуализации технических документов на национальные продукты, потому что ГОСТы, они общефедеральные, да, и ГОСТы, они не учитывают иногда специфику национальных продуктов, поэтому нужно, чтобы, допустим, местные производители, они производили эту продукцию на соответствующим техническим регламентам, они должны актуализировать свои технические документы. А вообще такие модифицированные продукты, они, может быть, сказываются как-то на их усвояемости в организме человека? Есть ли такие наблюдения? Имеется в виду с добавлением биологически активных веществ, да? Да. Да, конечно, потому что здесь еще есть такой тренд в том, что в будущем, уже сейчас, многие люди могут оценить состояние своего здоровья и по количеству, допустим, витаминов, минералов и так далее. И, допустим, можно подбирать, это называется функциональное питание, то есть питание, которое способствует восполнению именно тех веществ, которых вам не хватает. Здесь, конечно, еще есть такой момент, то, что витамины, которые продаются в аптеках, они иногда полностью не усваиваются. Потому что на самом деле витамины, они лучше усваиваются в органическом виде, которым поступает с пищей. Но, к сожалению, с пищей мы можем принять небольшое количество витаминов, поэтому они продаются в аптеках в виде концентрированном виде. Но те витамины, которые поступают с пищей, они лучше усваиваются. В этом плане, конечно, эффект есть. Но при этом необходимо постоянно это делать. Ваша продукция уже где-то есть в реализации, в магазинах. Может, подскажете нашим телезрителям, где можно приобрести? Да, это у нас было сотрудничество с Горным АС, это с ХПК, да, расположен в Горном Алусе. Они поставляют свою продукцию, в том числе и магазины
города Якутска. Это в основном магазины фермерской продукции местных товаропроизводителей. Ну вот какие наиболее успешные продукты вы бы отметили? Может быть, там пчеловодство или какие-то другие виды продукции? Вообще вот пчеловодство — это тоже достаточно интересное направление, потому что к нам приезжали коллеги из зарубежья, да, и они взяли вот на анализ тоже наш мед. И они дали очень высокую оценку качества местного меда. Почему? Потому что, оказывается, за короткий вегетативный период в наших суровых северных условиях растения накапливают в себя вот питательные вещества, аккумулируют их в очень большом объеме. И пчелы, они вот своим трудом это все собирают и аккумулируют в мед. И оказывается, ну, мы тоже должны работать в этом направлении, да, чтобы использовать это ценное сырье. Поэтому вот у нас есть пчеловоды, которые развивают это направление, в том числе, вот, допустим, Виктория Кимовна Евсякова, кандидат ветеринарных наук, она у нас работает на кафедре традиционных отраслей Севера, и она занимается, вот, ведет работу по развитию пчеловодства в нашей республике. В том числе называется пчеловодство в условиях крилитозона, то есть северное пчеловодство. Здесь, конечно, есть свои проблемы тоже в том плане, то, что у нас достаточно суровые зимние условия, и пчелам необходимо создать очень хорошие условия для зимовки. И в этом плане, конечно, цифровизация тоже нам помогает, потому что мы еще работаем со школьниками в проекте Agro-N3. Это федеральный проект для школьников сельской местности, где есть 9 направлений, в том числе Добропчел. Это направление, где ребята знакомятся с традиционной технологией производства меда и плюс цифровизации улья. То есть с помощью смартфонов, ноутбуков они через личный кабинет отслеживают вот, физические состояния пчел, допустим, ну, температуру, влажность и так далее, другие параметры, которые очень важны для зимовки. Ну вот не секрет, что технологии не стоят на месте, да? Вот, насколько актуален вообще рынок натуральной продукции, каким вы, может быть, видите его в будущем? Рынок натуральных продуктов, он очень актуален, как я уже сказал. И есть такое понятие органическая продукция, да, она введена уже в законодательство, то есть на законодательном уровне. И органическая продукция, она, получается, у нас отличается от продуктов, которые, вот опять-таки на примере молочных продуктов, заменители молочного жира, да, то есть нетрадиционные. Либо, допустим, продукты питания, которые могут быть искусственно из минеральных, допустим, неорганических продуктов. Ну что ж, Андрей Андреевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам развития, процветания, конечно же, побольше успешных выпускников, конечно, новых открытий и натуральных продуктов, конечно же, на полках наших магазинов. Спасибо. Ну и в конце я хотел бы сказать, что у нас как раз идет сейчас набор до 21 августа на 2 направления магистратуры. Это биотехнология и технологии молочных продуктов. Ну, всех приглашаю поступать на эти направления. То есть, а как можно поступить? Давайте здесь поступить в магистратуру можно, имея диплом о высшем образовании. И поступление происходит по собеседованию. То есть вам нужно подать документы через госуслуги, либо прийти в приемную комиссию в АГАТУ, это Сергеевское шоссе 3, километр, дом 3, либо через сайт agatu.ru. Андрей Андреевич, спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.